Меня Таня зовут, я с Казахстана. А вы из какого города? Костанай. Это та часть Казахстана, на которую российские политики глаз положили. Не знаю, по крайней мере, Костанай раньше был Николаевской губернией. Это получается исконно русские земли, подаренные Казахстану. Да. Вспомнил, да. Это Петропавловск, по-моему, Усть-Каменогорск, Костанай, да. Это дали на 50 лет в аренду, по-моему, и аренда закончилась. Типа надо возвращать или как? Ну, по-любому. А что у вас говорят? Что говорят? Ну, 50 на 50 ничего не говорят. Вы бы как хотели? Вернуться назад в Николаевскую губернию? Или в Казахстане хорошо? Да, блин, я бы в России пожила, конечно. Все-таки тянет домой. Я родилась в Казахстане, конечно, да, но в России бы я пожила, потому что менталитет, я думаю, различается у нас все-таки. А вы украинка? Нет, я русская. Русская. А у вас фамилия на «ко» заканчивается или на «ин»? Я Жукова. Жукова. Татьяна Жукова. А вы на работе сейчас? Да, конечно, обязательно. С кем вы работаете? Что? Я повар. А вы бешпармак умеете готовить? Нет. А что значит бешпармак? А как переводится бешпармак? Я в курсе. Как называется ваш ресторан, кафе? Мята. Это в Костанае, да? Да. А вы бы хотели, чтобы у вас тоже провели референдум? Сначала отсоединиться от Казахстана, ну как в Крыму было. Вы знаете, что Конституция России, она не может присоединить часть территории. Нужно сначала проголосовать, отсоединиться от Украины, как Крым, в вашей ситуации северная часть, а потом присоединиться к России. Вы бы хотели такой сценарий? Ну, было бы замечательно, но больше всего часть нашего народа, скорее всего, не согласятся. Между прочим, Крым, который раньше принадлежал России. Раньше все принадлежало. Раньше Костанай была Николаевская губерния. Ну и? Если раньше было Крым Россией, а Костанай тоже Россией, по логику Крыма им нужно прийти и забрать вас. Правильно? Ну, если захотят, придут, заберут.